У него Поехали. опасный соперник, который тоже настроен исключительно на победу. И Мактыбек, мне очень понравилось, как он сказал, когда мечта стала планом, все стало у меня получаться. То есть как раз это имея в виду свои выступления в UFC. Так что, да, здесь легкой прогулки для Бреннера точно не получится. Ну, для Мактыбека тоже, особенно учитывая, что дело-то происходит в Бразилии, и понятно, за кого будет болеть местная публика, это тоже будет накладывать свой отпечаток. Но Аралбай, мы знаем, обладает стальными нервами. В общем-то, в этом ему точно не откажешь. И вполне может так статься, что как раз-таки публика для него не будет иметь никакого значения. Вот пока что железные нервы действительно таковыми и являются. Очень неплохо, хладнокровно уходит от соперника, попадает, да. Попробовал перевести, не очень удачно. Бреннер прихватился. Ну вот, со второй попытки перевод прошел. Бреннер отстреливается локтем. Но пока не настроен обходить ноги Мактыбек. Единственное, может быть, это тоже такая тактика, усыпить чуть-чуть бдительность, а потом пойти вперед. Так, одну ногу, вторую ногу, может быть, боковой контроль, кто знает. А может быть и просто побить. Вот из такого положения это тоже можно сделать. Отжимает голову соперника от себя Мактыбек. Так тоже создает Элвису некомфортные условия. И очень умело Аралбай сейчас развернул соперника. Изначально сделал головой к сетке. И потому что если он будет подниматься, если будет садиться в фулл маунт, то сколько бы там Бреннер не мастил, Аралбай просто будет сам упираться тоже в сетку и возвращаться в исходное положение. Жестко работает Мактыбек. Да, так с оттяжечкой поднимается с максимальной, пожалуй, амплитудой. Нанес парочку ударов. Я думаю, Элвис точно их почувствовал. На рычаг локтя попытался выйти. Не получилось ничего у бразильца. Но ловкость тут на высоте. И сейчас уже Бреннер в доминирующем положении. Быстро обошел ноги, занял позицию сбоку. Он все так же спокоен. Аралбай никуда не спешит. Поднимается. Но вот спину разве что отдает. Нет, здесь, конечно, одной рукой ты не задушишь. Вторая на корпусе у Элвиса. Мактыбек поднимается. Ну и по большому счету выходит. Да, обратно из неудобного в стойку. Положения. Сейчас контроль у сетки. Через корпус атакует. Хороший левобоковой приземлил. Бреннер его не видел. Но почувствовал. И это точно. Голова, кстати, дернулась. И это может сигнализировать только о том, что попадание было. И было неплохим. Тут как буквально такой бульдожьей хваткой в ногу соперника вцепился Аралбай. Но в итоге все-таки вынужден был ее отпустить. Зацеп. Еще один перевод. Диагональный контроль в пользу бойца из синего угла. Да, вот тут позиция повыгоднее той, что была. Уж как минимум минута с небольшим до конца первого раунда. Ну, это достаточно много. За эту минуту можно столько всего сделать. Подождем, что же изобретет Аралбай. А он может чем-то удивить и не только нас, но и самый главный оппонента. Все-таки вот ногу сейчас очень хотел обойти. На этом все его усилия были сосредоточены. Подключал локоть. Там мешает Бреннер. Вот всячески руку Мактыбека от себя отводит. Нет, все-таки удается в данном случае Элвису закрыть замок. И таким образом в гарде уже Аралбай. Ну, тут 10 секунд уже, в общем-то, и можно спокойно доработать, вот так побить. Ну и пока
вообще заслугам в первом раунде, скорее всего, Мактыкбеков все-таки забрал, потому что вот здесь хорошо попал. Еще. Неужели ведет Бреннера? Пританцовывает там на ногах сейчас. Действительно, Элвис. Чуть-чуть засуетился Мактыбек. А, по-моему, ведет, действительно. Бразильца-то как-то ноги спагетти и все сопутствующее здесь имеется. Но нет, собрался. Вот такой эпизод с борьбой, который сейчас Ралбай ему навязывает. Бросок не получается. Он позволит Бреннеру восстановиться. Колени. Ну так, аккуратно все-таки Мактыбек добивает своего. Спускает соперника на канвас. Подключает локти. Хорошо, хорошо. И главный боковой контроль. Тут же занял, вот так обойдя ноги, и уже фулл-маунт. Вот это было здорово. Тут пытается мастить, не конечно, отпускает сейчас Ралбай соперника. Так, убрал руку его, поработал локтем чуть-чуть. Ну, это ненадолго, само собой. Ну, сколько ты так можешь сопернику мешать? Собственные силы-то закончатся. На удушение пойдет киргизский спортсмен. Но пока да, там корпусом не очень хорошо контролировал Бреннера, поэтому удушающий не прошел. Но будет разбивать дальше. Вот Хаммерфист пролетел. Ну, отсюда, в общем... Очень методично работает Ралбай. Вот удается Элвису-то усыпить бдительность. Так он полежал, чуть с мыслями собрался. Сбросил себя в итоге Мактыбека. Но тот настойчив. Не отпускает от себя Элвиса. И снова будет переводить, судя по всему. Но не сейчас. Но, по-моему, Мактыкбек очень неплохо попал вот в том эпизоде. До сих пор Элвис не то чтобы тень самого себя, но выглядит все-таки каким-то растерянным. Задумавшимся. Да, вот как будто не до конца понимает, что происходит и зачем он здесь. Как-то теряется, выпадает действительно из поединка. Мактыбека сейчас можно понять, у него получается намного больше, чем до вот того попадания, и он этим пользуется. Включает ноги. Бразилец все чаще. Мактыбек подобным, кстати, не отвечает. Он вот как-то на руки все больше уповает. Ну, вот сейчас, да, попробовал сейчас Бреннер атаковать коленом в прыжке. Неудачно. Ралбай его сразу прихватил. Попробовал опять амплитудно бросить. Но вот, тоже не срослось. Ну вот силы, кстати, это здорово, что Ралбай так пытается делать. Значит, силы у него на это есть, но это энергозатратно. Может быть, надо было бы сэкономить, все-таки так более расчетливо подходить к подобному вопросу. Но ему виднее. Атака Элвиса, целил в корпус, попал далеко не все. Ралбай ответил поточнее и в голову. Но Элвис, похоже, восстановился. Все-таки, уж если там было от чего восстанавливаться, все-таки надо этот эпизод, если нам покажут после окончания раунда, повнимательнее рассмотреть, что же там было и как. По корпусу тут же сближается, тут же по две ноги идет киргизский боец. Интересно. Это вот красиво смотрелось. И Элвис опасно занял положение. Уже излюбленное для себя положение сбоку. В фулл-маунте, судя по всему, так и закончит Элвис этот второй раунд. Концовка за ним, но на протяжении раунда Ралбай был лучше.
Вот это попадание. Ну, действительно. Мощно попал. Все было. Так, какой интересный эпизод. Да, уважение друг к другу. Такое ощущение, что как к клинчу Аралбай несколько отнесся. Но молодец, на самом деле, из поединка тут не выпал, даже в этом эпизоде. А вот уже клинч по ходу боя, и здесь получше Бреннер. Но ему надо забирать вот этот вот раунд, который уже начался сейчас, а иначе победа уйдет. Ну и публика, конечно, поддерживает своего парня, своего бойца. А ему эта поддержка очень сильно нужна. Вот стаскивает он Аралбая вниз, пытается занять положение сзади. Одна нога заправлена. Вторая. Поддержка действительно нужна. А учитывая то, что Бреннер пережил во втором раунде, как он восстановился, как он еще и концовку взял и сделал своей, сейчас действительно ему эта поддержка публики очень поможет. Пока что он гнет свою линию. Но вот такими наскоками Мактыбека Аралбая все-таки не сломить. Нужно что-то помощнее изобрести. Может быть, даже не знаю, попытаться на какой-либо болевой или удушающий выйти. Но для этого нужно проделать большую подготовительную работу. Хороший апперкот, подхват за обе ноги. Роняет сейчас Мактыбек соперника, блокирует ему ноги. А на такую работу, скорее всего, у Элвиса сил остается совсем Очень немного. мало, да. Вот он и дышит уже тяжело, и скорость, понятно, упала. И координация движений все-таки не та, что была. Очень сложно ему. Ну а Мактыбек гнет свою линию. Он... Тут, кстати, показывают нам этот эпизод. Ну, что хватался за сетку. Да. В связи с этим эпизодом, с этим моментом в эпизоде, так делать, конечно, не надо. Но осталось это, по большому счету, без внимания арбитра. Хотя, наверное, он это видел, но просто не стал акцентироваться. Задумался немного Аралбай, что здесь делать, но разорвал захват соперника, пытается подняться. Ведут его по времени, кричат 2 минуты. Не дает себя бросить, молодец Мактыбек. Ну, вот это тоже неплохо, так изобретательно подходит к вопросу киргизский спортсмен. Выходит. Пытался атаковать ногу, в конце. да, ну и поднимается в стойку. Ну вот в стойке. Покажет, что Подустали оба, мне кажется. Мактыбек свежее. Да, но Мактыбек свежее. Он и сил у него все-таки поболее, и координация получше, и скорость повыше. Элвис, ну я не скажу, что доживает, да, но ему сложнее. Опускает уже обе руки. Ну, тяжеловато дышит Элвис Бреннер. Собирается силами. Но минута еще есть в этом поединке. Вот на такие действия все же силы есть. Неплохо раскрутился Бреннер. И вот так, пожалуйста, 2 удара прилетело ему. Попытался в ответ, да, сам комбинацию выбросить. Все пока мимо. Там Мактыбек видит. Отошел. Ну, здесь еще и... Тут все-таки убрал ногу от лоу-кика. Попадает сам. 20 секунд.
Снова попадание. Ох, как посадил сейчас Аралбай, но времени добить, конечно, уже не хватит. Но попадание очень четкое. Да, но, кстати, Элвис после этого попадания находился все-таки В сознании. Да, и не только в сознании, но в отличие от эпизода во втором раунде, его не повело. Да, упал, но стойко все вынес. Тем не менее, ждем, что скажут судьи. К победе Мыктыбек Аралбай, думаю, поближе, но это пока только лишь думы. Как оно будет на самом деле, как судьи посчитают, совсем скоро.